Сколько новых домов культуры в этом году откроется в Северной Осетии, как в республике отметили День Остинского флага. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. На перекрестке улиц Весенняя и Гакаева нет светофора. Ежедневно людям приходится преодолевать настоящую полосу препятствий. Автомобилисты пользуются преимуществом и проезжают перекресток, не снижая скорость, создавая угрозу для жизни пешеходов. Как и когда будут решать эту проблему, расскажем через несколько минут. В Северной Осетии стартовал очередной этап всероссийской тренировки по гражданской обороне. В режим боевой готовности переведены более 2000 человек и 500 единиц техники. К чему готовились и все ли получилось? Праздник триколора. Во Владикавказе отметили День Остинского флага. Людям напомнили, что означают цвета государственного символа. Бюджет Северной Осетии должен быть сбалансирован. Об этом заявил глава республики Вячеслав Битаров на заседании бюджетной комиссии. В нем приняли участие председатель правительства Таймураз Тускаев, зампред Ахсарбек Фадзаев и представители республиканского Минфина. На заседании рассмотрели проекты бюджетов Минспорта, Комитета по делам молодежи и Комитета по охране памятников культурного наследия. Глава республики подчеркнул, что для развития спорта необходимо использовать резервы. На сборы должны выезжать наиболее перспективные атлеты. Важная статья расходов – содержание спортивных залов во Владикавказе и районах республики. Все реставрационные работы на спортивных объектах должны быть завершены в срок. Вячеслав Битаров отметил, что приоритетными задачами остаются образование, культура и молодежная политика. Комитету по охране памятников культурного наследия поручили привлечь средства из федерального бюджета. Передавая объекты в федеральную собственность, республика сможет снизить нагрузку на региональные. Большинство проектов уже прошли согласование. Глава республики дал поручение председателю правительства начать работу над тем, чтобы сбалансировать бюджет. А со следующей недели комиссия рассмотрит проекты бюджетов муниципальных образований. В республике обратят особое внимание на правила застройки. Об этом заявил заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев. Дело в том, что в 2003 году был принят федеральный закон, который значительную часть полномочий, связанных с градостроительством и архитектурой, перевел на местный уровень. С тех пор, по словам Ахсарбека Фадзаева, архитектурная мысль пропала, и город застраивался не совсем в правильном направлении. Предложение законопроекта определит правовой статус Комитета по архитектуре и градостроительству. По словам Ахсарбека Фадзаева, теперь полномочия планируется перераспределить. Заниматься этим будут руководители городских и сельских поселений. Это позволит лучше контролировать генплан и правила землепользования. Главная цель – это контрольные функции и работа над разработками генеральных планов, наработками документации о территориальном планировании. Это правила землепользования застройки, которые дают основания, и не только основания, дают возможность нам контролировать, какая территория как будет застраиваться. Эти правила надо четко, профессионально разработать, утвердить, и каждый день нельзя туда вносить изменения. Они должны быть постоянными. Еще одна тема заседания правительства – состояние домов культуры. В этом году начали строительство 2 объектов в селениях Заманкул и Ахсарисар. Кроме того, капитально ремонтируют 3 дома культуры в Чекале, Сурдигаре и Цалыке. Таймураз Тускаев отметил, что все объекты должны быть отражены в госпрограмме, и объемы работ с каждым годом необходимо увеличивать. Говорили также о развитии горных территорий. Людям, которые там проживают, будут создавать комфортные условия. Это касается и дорог, и коммуникаций. Что касается статуса горных территорий, то к ним приравняют площади свыше 1000 метров над уровнем моря. На сегодняшний день данный закон направлен именно на то, чтобы люди оставались там. И что касается господдержки, то это очень важно, потому что на уровне республики приняты льготы для тех людей, у которых есть там живность, у них 50% как раз будет льготная ставка, сенокошение, выпас сельхозживотных и так далее, и так далее. И вот в этой части он очень-очень актуален.
Сегодня день флага Северной Осетии. Триколор официально утвердили 2 октября 1991 года. 24 ноября 1994 года флаг вновь был принят парламентом республики. Цвета выбраны не случайно. Белый олицетворяет моральную и духовную чистоту, красный – отвагу, силу и честь, желтый – изобилие, благосостояние и процветание. Сегодня в честь важной даты волонтеры раздавали прохожим ленточки в виде триколора. Ребята распространили около 5000 лент. Сегодня мы собрались с волонтерами Центра военно-патриотического воспитания молодежи, чтобы распространить ленты среди населения нашей республики, чтобы привить цель данной акции, чтобы мы привили любовь к нашей родине. Опасный перекресток. На пересечении улиц Весенней и Гаккаева нет светофора. Жители близлежащих домов опасаются за жизнь своих детей. Рядом с дорогой находится детский сад и школа. С просьбой установить светофор люди обратились в администрацию города. Решат ли эту проблему и как скоро, расскажет Николас Джоев. Нескончаемый поток машин и перебегающие дорогу пешеходы. Такую картину каждый день можно наблюдать на пересечении улиц Гаккаева и Весенняя. Для того, чтобы перейти дорогу, местным жителям приходится порой рисковать жизнью. А все потому, что здесь нет дорожного светофора. И все каждое утро, каждый вечер вынуждены перебегать вот этот перекресток кое-как. Тут школа рядом, все идут в садики, но переходить вообще невозможно. Неоднократно обращались в администрацию, и ответа, результата никакого не видим пока. При обращении нам говорят, в бюджете денег нету. Как решить эту проблему тогда народу, мы не знаем. Не так давно здесь вырос новый спальный микрорайон. В итоге на автодороге возросла нагрузка. Раньше транспорта через этот перекресток проезжало мало и необходимости в светофоре не было. Теперь же картина кардинально изменилась. Сами водители каждый день рискуют не меньше пешеходов. Некоторые даже продумывают объездные маршруты, дабы не попадать на злополучный перекресток. Очень часто здесь ездил, и в связи с тем, что ввели 5 пятиэтажек, появилось очень много жильцов, машин, стало очень трудно переезжать этот перекресток. Иногда, чтобы его переехать, мне даже приходится делать круг под Зусово, целый круг, чтобы я его переехал для себя, чтобы мне не комфортно, чтобы я не боялся за свою жизнь. А я ездил с ребенком, с семьей. В администрации города четкого ответа на вопрос, когда появится светофор на перекрестке улиц Весенняя Гаккаева, не дали. По словам представителей АМС, о конкретных планах пока говорить рано. Правда, есть вероятность, что установку дорожного светофора внесут в план на следующий год. Даже если человек благополучно перейдет дорогу, на этом испытание пешехода не закончится. Надо еще преодолеть пересеченную местность и постараться не упасть в открытый люк. Николас Джоев, Игорь Войцеховский, Новости Осетии. Круглый стол по проблемам мужского здоровья сегодня прошел во Владикавказе. Организовали мероприятие представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. В обсуждении темы приняли участие медики, представители социальной защиты населения и профсоюзных организаций. Специалисты утверждают, что продолжительность жизни мужчин в Северной Осетии возросла и составляет в среднем 75 лет. В числе основных причин смерти называют болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и патологии органов пищеварения. Особое внимание уделили репродуктивной функции. По итогам мероприятия участники выработали предложение в федеральную программу сохранения мужского здоровья и социального долголетия. Не секрет, что здоровье мужской части населения страны и нашей республики оставляет желать лучшего. И этот вопрос, он как раз очень актуален в демографическом плане. И вот сегодня мы хотим обратить внимание общественности, руководства к проблемам мужского здоровья. Студентам республиканских высших и специальных учебных заведений помогут создать перспективные бизнес-проекты. Это будет сделано в рамках форума «Город», который стартовал в Осетии на базе санатория «Томиск». В течение 5 дней с будущими предпринимателями своим опытом будут делиться тренеры-эксперты из Москвы. На открытии форума побывала и наша съемочная группа. Слово Карине Гигалаевой.
Количество форумов, в которых участвовала Марианна Дзгоева, сразу и не посчитать. Говорит, всегда тянется к чему-то новому, старается найти себя. И у нее это получается. Поэтому, не задумываясь, решила принять участие в форуме «Город». Сейчас Марианна притворяет в жизнь свою идею. Надеется, что здесь ей в этом помогут. И уже в следующем году она представит свой проект на конкурсе «Доброволец России». Совсем недавно я его запустила в тестовом варианте. То есть мой проект, суть проекта заключается в том, что мы с моими однокурсницами, я учусь на парикмахера, ездим по отдаленным селам и делаем прически в детских садах, в школах, ну там, где нет возможности выехать куда-то в город, подстричься, там сделать себе какую-то прическу. Форум «Город» в республике проходит 3-й год подряд, и с каждым разом программа все насыщеннее. В течение 5 дней ребят будут учить работать в команде, реализовывать свои идеи, развивать навыки и мышление и уметь грамотно представлять свой проект. Для них проведут мастер-классы, квесты, психологические тренинги, курсы по лидерству и встречи с именитыми гостями. Образовательная программа разработана специалистами из Москвы, которые лично приехали в санаторий Томиск. Ежегодно они посещают до 50 регионов. Это специальный разработанный алгоритм действий, где они на практике разбирают, какая карта действительности, что сейчас происходит в молодежной среде в регионе. Потом они разбирают проблемы, которые касаются и молодежной среды, и взаимодействия молодежи с другими направлениями жизни вообще в регионе. И следующее – это разработка решений, упакованных в те или иные проекты или инициативы. Вовлечь студентов в социальную активность – приоритетная задача Комитета молодежной политики. Причем с ней вполне успешно справляются. С каждым годом количество инициативных ребят и успешных проектов растет. Самым креативным и целеустремленным комитет помогает. У нас традиционно принимают участие в форуме люди, которые являются активными, хотят что-то созидать, делать. И многие наши участники форума, потом они вместе с нами остаются, работают, сотрудничают с комитетом, с республиканскими органами власти. То есть они инициируют сами проведение своих проектов. На торжественном открытии форума ребята ближе познакомились друг с другом и с экспертами. Уже в первый день прошли познавательные лекции и мастер-классы. Впереди еще 4 дня. Вроде бы мало, но тренеры уверяют, свободного времени у них практически не будет. Ну а самых инициативных московские гости всегда ждут на всероссийских молодежных форумах. Карина Гигалаева, Алан Суанов. Новости Осетии. И переходим к нашей ежедневной рубрике «Темы». Мы рассказываем о самых обсуждаемых новостях федеральных СМИ. Моя коллега Белла Бекоева сделала подборку главных тем этого дня и уже готова ими поделиться. Белла, тебе слово. Здравствуй, Елена. В России вновь может быть введена социальная норма энергопотребления для населения. А призывников, не явившихся в военкомат, будут жестко наказывать рублем. О самых актуальных новостях прямо сейчас. Владимир Путин поддержал идею по дедоларизации российской экономики. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает РИА Новости. Банкир уточнил, что о полном отказе доллара речи нет. План главы ВТБ по отказу доллара ранее уже поддержали в Минэкономразвитии и в Минфине. Андрей Костин предложил соответствующую инициативу на случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах. В Минобороны страны предложили жестче штрафовать не явившихся в военкомат призывников, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил России. Сейчас за неисполнение гражданами конституционных обязанностей по защите Отечества штрафуют всего на 500 рублей. Это позволяет призывникам отказываться от постановки или снятия с воинского учета и от дополнительного медобследования по назначению военной комиссии. Кроме того, призывники не оповещают военкоматы о смене места жительства и изменении личных данных. Размеры нового штрафа пока не уточняются. Правительство обсуждает возможность введения социальной нормы энергопотребления для населения, пишет газета «Коммерсант». Эта норма предусматривает оплату за электроэнергию по заниженному тарифу, его рост при превышении лимита. Потолок месячного энергопотребления пытались ввести еще в 2013 году, однако в 2014 проект был заморожен. По данным издания, теперь вице-премьер Дмитрий Казак в целом одобрил идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы. Новый вариант предлагается сделать мягче, чем в 2013-2014 годах. Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Елена, на этом у меня все. Будем дальше следить за развитием событий в нашей стране. Спасибо, Белла. Ну а мы продолжаем наш выпуск.
Оперативность и слаженность действий сегодня отрабатывали специалисты гражданской обороны. По легенде учений было объявлено о начале боевых действий на территории республики. Задача чрезвычайного ведомства – оповестить население и укрыть как можно больше людей в бомбоубежище. Удалось ли справиться с поставленными задачами? В материале Феликса Бритаева. Поступил приказ привести в порядок бомбоубежище. По инструкции на это отводится 12 часов. В подчинении командира группы 9 человек. У каждого четкие обязанности. В первую очередь это профессионализм. Каждый должен знать свою работу, конкретно выполняемую задачу. Что своевременно, допустим, включить фильтровентиляционную установку в случае заражения воздуха, чтобы укрываемые были обеспечены чистым воздухом. Это второй этап всероссийской тренировки по гражданской обороне. Пункты управления, системы связи и оповещения приведены в готовность. На территории города Владикавказа развернуты элементы гражданской обороны, такие как защитное сооружение гражданской обороны, пост традиционного химического наблюдения, станция обеззараживания техники и другие. Всего в проведении тренировки задействовано более 2000 человек и 500 единиц техники. В целом задача второго этапа цели достигнуты. Бомбоубежище на территории завода «Победит» готово обезопасить людей. Воздух в помещениях очищается с помощью специальных фильтров. Мы сейчас находимся в комнате радиста. Именно отсюда происходит оповещение людей об опасности по радиосвязи, когда вся остальная техника перестает работать. Главная задача учения – отработать правильные действия при возможной чрезвычайной ситуации. Работать слаженно и оперативно. В этом году учения приурочили ко Дню войск гражданской обороны МЧС Российской Федерации. В России праздник ежегодно отмечается 4 октября. Феликс Бритаев, Чермен Цураев. Новости Осетии. Первый этап 8-й универсиады Brain Ring прошел накануне в постпредстве Северной Осетии при президенте России. В турнире приняли участие 19 команд, которые были поделены на 4 группы. В финал вышли игроки из Адыгеи, которые получили бронзу. Участвуя в Brain Ring впервые, ребята проявили волевой характер и сообразительность. Прошлогодние победители из университета имени Плеханова с разницей всего в 1 балл заняли 2-е место. Победителями турнира в честной и упорной борьбе стала команда Московского лингвистического университета. Ребята доказали, что даже в составе из 3 человек можно выйти в финал и одержать победу. Победители и призеры получили грамоты от постоянного представительства республики и сертификаты на поход в боулинг и квест. Также каждому достались вкусные остинские 3 пирога. Следующим этапом 8-й универсиады среди московских студентов будет турнир по шахматам. Он запланирован на октябрь. Победа далась на самом деле достаточно легко, потому что я ожидала более сложных вопросов, к которым я привыкла. Ну и плюс мне повезло, что в моей команде оказались очень сильные ребята, и я им очень благодарна. Естественно, первый опыт принятия участия в универсиаде для нас был он интересен, и в дальнейшей перспективе нам бы еще хотелось и сотрудничать, и принимать участие, и, конечно же, развивать наши отношения, и было бы замечательно. Спели акапелла. Во Владикавказе хор Мариинского театра исполнил произведения русской хоровой классики и народные песни. Концерт прошел в рамках 2-го международного кавказского фестиваля «Мариинский Владикавказ». У коллектива огромный репертуар – оперный, кантаториальный и акапельный. Хор принимает участие в театральных постановках. Для зрителей исполнили хорошо узнаваемые произведения. Андрей Петренко, главный хоритмейстер Мариинского театра, поздравил жителей республики с проведением уже 2-го фестиваля и даже пообещал включить в репертуар хора народную песню на остинском языке. Напомним, что Андрей Петренко не раз давал мастер-класс в стенах Владикавказского колледжа искусств. Именно по приглашению Ларисы Гергиевой он в формате живого и очень интересного диалога давал наставления будущим хоритмейстерам. Замечательный зал, очень хорошая акустика, просто какой-то действительно очаг настоящей хорошей культуры. Поэтому без всяких скидок вообще на что бы то ни было. Поэтому я только рад за вас, что вы обрели и фестиваль, и зал. Самое главное. Такой зал, это не каждый город может в России похвастаться. Остинские дзюдоисты заняли 1-е место в медальном зачете на открытом первенстве общества «Динамо». Соревнования среди юношей и девушек проходили в Новосибирске. В них участвовали более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Остинские дзюдоисты завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Этот турнир был отборочным на первенстве России по дзюдо, которое состоится в Тюмени в ноябре. Ребята, которые заняли 1-е, 2-е, 3-е места,
завоевали право участия в первенстве России в городе Тюмень среди юношей до 18 лет. Вот. Мы поехали, повезли объединенную команду. То есть общество «Динамо» сегодня дало шанс ребятам из других клубов, которые не смогли завоевать путевку для участия в первенстве России на первенстве Северокавказского федерального округа. Но мы думаем, что минимум 3 призовых места, мы думаем, что будет на первенстве России. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете найти на нашем официальном сайте riston.tv. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.